Всем привет! Я Полина Артемьева, директор по развитию агентства «Шольчик». Сегодня мы в самом сердце Яндекс.Маркета на складе Софьино. С нами Светлана, менеджер по развитию бизнес-процессов и по улучшению складских технологий. Светлана, спасибо большое, что вы нас пригласили, что готовы все показать. Какова вообще площадь этого помещения? Да, добрый день. Наш склад состоит из 4 блоков. Общей площадью 80 тысяч квадратных метров – это площадь по полу. И дополнительно еще 75 тысяч квадратных метров – это площадь мезонина. Я поняла. И несколько этажей, да, тут, я так понимаю, есть? Да, то есть площадь мезонина 75 тысяч квадратов – это за счет того, что он состоит из 5 ярусов. Понятно. А не теряется товар, если настолько большие помещения, если столько места здесь, да, скажем так? Ну да, мы храним 15 миллионов товаров, это 700 тысяч SKU. И, соответственно, на таких объемах без потерь не обойтись. Но мы делаем все возможное для того, чтобы их предотвратить. У нас есть целый отдел по работе и предотвращению потерь, и они у нас минимальные. Ну и плюс дополнительно, если в случае у нас товар теряется на складе, то есть дополнительная компенсация продавцу, поставщику. То есть маркет компенсирует затраты, если товар потерялся. Я так понимаю, что если поставщик понимает, что товар не могут найти, ему техподдержка не отвечает, он в личном кабинете подает заявку, и маркет это все уже расследует это дело, скажем так, и уже компенсацию на основе проведенной этой деятельности производит, да? Да, все верно. А процент примерной потерь неизвестен? Сколько это сейчас? Может, что-то сокращается или увеличивается? Он у нас сокращается. Вообще наша цель сегодня – отследить поставку товара с самого начала. Вот я вижу только, что грузился какой-то селлер, да, привозил товары свои. Вообще, как выглядит весь бизнес-процесс от самого начала до момента, когда его уже отправляют покупателям? Расскажи, пожалуйста. Ну, мы понимаем, что уже у поставщика в личном кабинете создан сам личный кабинет, загружены туда товары, после чего он загружает эти товары и создает на них поставку. При создании поставки он выбирает дату и время прибытия поставки на склад. Отредактировать ее можно не позднее 24 часов до начала поставки. Дальше уже отредактировать не будет возможности. После чего он приезжает в указанный тайм-слот к нам на склад и происходит выгрузка, которую мы сейчас наблюдали. После того, как выгрузка первичная у нас произошла, мы перемещаем эти палеты в наши буферные ячейки для хранения товара. И уже с буферных ячеек поставки у нас попадают на наши столы-приемки, где уже с детализацией состава поштучно мы их принимаем. Я поняла. А какие документы? Он привозит товары уже упакованные, промаркированные. Он же еще какие-то документы должен приложить, да, селлер? Да, в личном кабинете он скачивает акт приема передачи поставки и, соответственно, уже приезжает с документами. Я поняла. Хорошо. А если мы сейчас сами очень долго добирались до этого склада, больше 2 часов оказалось сюда с утра в понедельник, дорога занимает. Если селлер, например, в личном кабинете назначил определенное время отгрузки и опаздывает, что тогда происходит? Ну, вообще, для планирования склада очень важно, чтобы он приезжал вовремя, потому что у нас большая загрузка ворот, и, соответственно, все машины по очереди расписаны. Но если вдруг случилось, что он не успел, это ничего страшного, он встает в живую очередь, и мы его примем сразу, как появится свободный тайм-слот. Я поняла. То есть лучше не опаздывать, но, в принципе, об этом вы тоже позаботитесь. Мы лояльны, да. Спасибо, хорошо. Возвращаясь к тому, что мы видели, как продавцы сюда поставляют товар сейчас, у меня есть такая обратная связь, что в прошлом году у нас, наверное, 90% продавцов очень жаловались на то, что нет слотов, нет свободных мест на поставку в декабре. Как-то эта ситуация вами была проанализирована? Какие-то решения, может, принимались? Как в этом году будет с поставками в сезон горячий? Под сезон мы расширили свою инфраструктуру, и у нас открылся новый склад Софьино 2, который также вмещает в себя достаточное количество поставок и позволит в разы увеличить нам тайм-слоты.
И плюс дополнительное такое мероприятие внутри нашего склада. Мы сделали вот такие вот буферные ячейки. Соответственно, у нас ворота, они более свободные, и с них мы сразу буферные ячейки. Это позволяет нам и быстрее попасть товару на стол приемки для его дальнейшего принятия уже поштучно по детализации состава. И после того, как он попадает на столы приемки, приемщик его вскрывает и уже начинает поштучно принимать поставку наших продавцов. Ну, то есть я правильно услышала, что вы увидели эту проблему, да, которая в том году была, и сейчас предполагается, что такого не будет, да, ажиотажа, что, в принципе, все, кто хочет поставить, они привезут свой товар к Новому году? Да, конечно, потому что мы так